И в завершение интересные факты к вековому юбилею республики. Сегодня о первом коми-национальном балете «Ягморт». Его премьера состоялась в 1961 году, а спустя год «Ягморт» был показан на сцене Кремлевского дворца и по центральному телевидению. История легендарного балета у Натальи Юриной. Легендарный балет «Национальное достояние» – самая популярная и знаковая постановка республики. Все это об Ягморте. Его поставили впервые в 1961-м. Тогда труппа балета только сформировалась. Перед постановщиками стояла непростая задача – создать на сцене театра Коми новый жанр. Пару месяцев плодотворной работы, и результат превзошел все ожидания. На всероссийском смотре спектакля в 1961 году постановка получила диплом первой степени. Это, конечно же, было большое музыкальное событие в культурной сфере Республики Коми, поскольку это был такой первый национальный коми-балет и, прежде всего, конечно, такой образец национальной балетной классики. Автор балета – известный композитор Яков Перепелица, сформировавшись как композитор-песенник, решает вступить в ряды Союза композиторов. Оттуда пришел ответ с формулировкой «Мы приняли решение воздержаться от приема». Багажа из песен, как оказалось, недостаточно. Нужны масштабные произведения. Маэстро пишет Ягморт. Ему было немногим больше 30. Он был достаточно еще, как композитор, наивен. У него песни действительно дышат такой простотой, естественностью. Представляете, он украинец по национальности, и при этом он первый язык, который он знал, был коми-язык. И вот мелодика языка в него вошла. Танцевальные и напевные мелодии, элементы фольклора, точные и яркие музыкальные характеристики героев. Все это отражено в музыке, в хореографии, в костюмах. Национальный колорит также присутствовал. По воспоминаниям зрителей, особое внимание в первой редакции балета было уделено и гриму. Например, около глаза Ягморта были нанесены красные блески. Сделано это было для того, чтобы образ получился мистическим и немножечко устрашающим. Постоянные аншлаги и повторные просмотры. За 3 года балет «Ягморт» показали 100 раз. Постановку зрители полюбили, кричали «Браво!» в Москве, Ленинграде и других городах страны. Вдруг люди, пришедшие в театр, увидели свое. Вот они, что-то у них какой-то отклик нашло в сердце. Вот. Ну и дальше вот эта любовь передавалась из поколения в поколение. Я читал статистику. Слушайте, каждый... театр был все время полон. Когда Ягморт, на Онегин столько не ходили, на Русалку не ходили. А на Ягморт ходили все время, потому что было что-то свое. Вот эта сказка была полна очарования. Сегодня в фондах Нацмузея хранится около 100 экспонатов об Ягморте. Афиши, фотографии, эскизы. Самые ценные – партитура композитора и платье исполнительницы главной роли Ольги Коханчук. В этом платье танцевала Ольга Васильевна Коханчук, партию Райды в балете «Ягморт». Платье очень такое простенькое, конечно же, отличается от балетных пачек, без которой невозможно представить балерин. Но, тем не менее, в течение всего спектакля она в этом платье танцует. Художником балета был Василий Игнатов. Он как раз-таки проработал вот этот фольклорный материал, что, несомненно, нашло отражение и в декорациях, и в костюмах главных героев. Да и сам знаковый балет за 60 лет претерпел изменения. Была и 2-я редакция, и 3-я, и 4-я. К столетию республики подготовили 5-ю юбилейную. На знаковую историю о добре и зле посмотрели под иным углом. Сделали акцент на современных проблемах, добавили экологический подтекст, отразили беспомощность природы перед силой человека. Многое в балете изменили, в том числе и сюжет. Изменились акценты на персонажей. Это можно все прочитать в либретто. Сильно изменилась хореографическая составляющая и динамическая составляющая тоже. Мы открыли всю партитуру Якова Перепелицы. Все купюры, которые были вырезаны из балета на протяжении 60 лет, вернулись в балет. Будет ли успешна новая редакция, как и ее предшественницы, покажет время. А пока музыка талантливого композитора Якова Перепелицы будет звучать в Театре оперы и балета еще долгие годы.